Мир вам, братья и сестры. Вот нашел себе новое занятие по душе. Люблю сухое вино. Ну вот у тещи рос виноградник запущенный, в том году обрезал. А в этом году решил сам все сделать вино. Но это уже как бы это... Позже про него расскажу, про это. А сейчас паузу нажму, наверное, и перейду в другое место. Но сначала давайте предыстории маленько. В общем, вырастил, обрезал в том году вино, то есть виноград. В этом году вроде урожай такой снял неплохой. И сделал, но все неправильно. В общем, я сделал виноград сорта Изабелла, это красный сорт. Как оказалось, я его сделал белым способом. То есть я его вместе с гроздями прямо потоптал, отжал через такую марлю грубую. И поставил, короче, вот в таком виде примерно. Также вот на банку одел перчатку и поставил такое теплое место. Вот оно у меня побродило. То есть сначала перчатка поднялась, потом опустилась. Я его еще раз отфильтровал и поставил. Попробовал, показалась мне такая кислятина прям невозможная. Я думал, все, уксус. Думаю, ладно, не буду торопиться, выкидывать, короче. В общем, разлил по бутылям, по бутылкам, кое-что там по винным, пробкой закупорил и поставил в подвал. И как по технологии, это вот смотрел же, как его грузина, короче, там хороший человек, в гостях у Гарика канал называется. Если кому интересно, посмотрите. И вот, в общем, через месяц примерно нужно было с осадка снять. То есть, аккуратно слить его, чтобы осадок не трогать. Вот я этим занялся через месяц и попробовал, и оно такое вкусное. Вот я обычно беру, короче, вот это Фанагория Таманская, авторская. Там она примерно 550 рублей бутылка стоит. И вот это вроде простая Изабелла, без всякой выдержки. Была лучше, чем вот это вот авторская, там что-то Каберне Мерло, по-моему, перемешано. Купаж, вернее. И вот она мне больше понравилась, хоть и на год выдержки меньше. В общем, решил теперь по технологии все делать. Оказывается, белые вина нужно таким вот способом ставить, как вот эти вот баночки стоят. Отжатый сок, то есть. Хотя и вот это вот вино я сделал тоже немножко. Сделал таким способом, как вот, то есть, собрал урожай. Это потом теща еще мне, кстати, сказала, что у соседки ее тоже виноград, она пожилая женщина. И говорит, и отдает виноград, если надо, забираю с этих кустов. Но я там собрал урожай, там половина уже подгнившего было, перебирал руками все потом. Скибочки все отделил. И виноград их заодно обрезал тоже. Обрезал тоже неправильно, потом только вот в ютубе посмотрел. Как там одна хорошая женщина, Светлана, ведет канал «Виноград в Минске» называется. Обязательно посмотрите, если кто этим хочет заниматься. Она биолог сама и виноградом занимается вплотную. Все подробно, популярно объясняет. Я вкратце объясняю так как бы. В общем, значит, перебрал, потоптал и белый, и красный. Вот это вот, кстати, которая поднятая бутылочка, это дамский пальчик. А это вот сорт называется Синека. Почему-то он уже опустился, не бродит, но вот это вот Светлана, она говорит, что вроде как ничего страшного, это торопиться с этим не стоит, в общем. И теперь вот я в другую комнату помещения перейду. Покажу вам, что я делаю с красным виноградом, с Изабеллой. Вот у меня оно накрыто, чтобы как можно меньше света попадало. И виноград вот, он открытый как бы вообще, воздух проходит свободно. Почему? Потому что сейчас вот идет интенсивное такое брожение вместе с ягодками. И вот эти вот ягодки, они так
поднимаются. И вот их нужно, короче, вот я, например, 4 раза в день, каждые 6 часов. Вот так вот их опускаю. Замачиваю как бы полностью. Это, ну видите, да, как играет. Хорошее какое будет. Вот, и когда оно с этими ягодками вот так вот настаивается, оно вроде как чай заваривается. То есть оно весь аромат, короче, все вот этот вот вкус от ягод забирает. Никаких дрожжей, никакого сахара, никакой воды, никакого диоксида серы, только виноград и больше ничего. Ну, на юге тут вызревает хорошо. И вот, кстати, почти 40 черенков, вот когда вот у соседки тещиной обрезал виноград, нарезал себе черенков заодно. И 40 черенков посадил. Но если интересно, в комментариях пишите. Буду делиться дальше своими дилетантскими опытами в виноградарстве и виноделии. Ну, я не знаю, я говорю, вот первый результат, хоть и все неправильно сделал, получается, я сделал вот такой же сорт винограда Изабелла. Сделал его по белой технологии, то есть красное по белому, как я назвал. Ну и вино получилось такое как бы легкое, не сильно выраженное, но не знаю, но мне всем устраивает, в общем. Вот. Все, вот так вот, ну, я повторяю, ну хотя бы надо, как все объясняют виноградари, хоть и Гарик, хоть и Светлана, они опытные, видать, товарищи, дай бог им здоровья и всяческих успехов. Ну, вот они объясняют, что вот эту вот процедуру нужно делать как минимум 2 раза в день. И вот когда оно уже играть перестанет, и когда мезга вот эта упадет, ну, обычно, говорит, дней 5-7, это вот интенсивное брожение заканчивается, тогда его, короче, нужно будет процедить, отжать и поставить уже в бутылке с перчаткой, или лучше всего затвор такой специальный продается, как гидроуровень примерно такой. Сверху одевается просто, и все прекрасно видно, когда брожение идет, когда нет. Вот. И то брожение уже идет, оно может от 2 недель до 2 месяцев, короче, по-разному, там, смотря много, то есть, всяких данных разных. В общем, всего самого доброго. Если интересно, буду дальше продолжать вами, своими опытами делиться.